Дорогие зрители, с вами программа «Школьная жизнь» и я ее телеведущая Аделя. И сегодня я предлагаю вам погостить в нашем школьном краеведческом музее. Что может быть интересного в школьном музее, спросите вы? Во-первых, там хранится очень много артефактов, которые были собраны жителями моей малой родины. Во-вторых, со всеми тайнами нашего музея с вами поделятся экскурсоводы Алина и Карина, которые готовятся к очень важному событию. Ведь до 18 мая остаются считанные дни. Ежегодно в этот день мир отмечает День музеев. Чтоб окунуться в прошлое, не надо машину времени, поверь, изобретать. Переступи порог в музее залы, и кажется, как будто время вспять. Здравствуйте! Позвольте пригласить вас в прошлое и совершить экскурсию в наш краеведческий музей поселка Узяк, который был основан в октябре 1985 года. Музейная комната имеет экспозицию, состоящую из 6 основных разделов. История поселка и его знаменитые личности, этнографический уголок «Быт татар», это школьные истории строки, страницы военной истории, нумизматика. Итак, остановимся на первом разделе «История поселка и знаменитые его личности». Здесь вы увидите такие экспозиции, как «Они работали с первых дней основания совхоза», «Совхоз в послевоенные годы», «Мы гордимся», «Передовики совхоза», «Свободный труд и приносит счастье», «На съездах КПСС», «Герой социалистического труда», где отслеживается история основания в развитии поселка Узяк. Только народ, у которого есть своя история, свои традиции, может достичь больших высот. Действительно, у нашего поселка очень богатая история. Когда-то, давным-давно, в 1919-23 годах из села Тюлячи на левый берег реки Мёша переселились несколько людей, и это поселение было названо Журавлихой. Вы только представьте, самое живописное место поселка на луга прилетели журавли. В сентябре 1931 года был организован совхоз имени Сталина. С апреля 1962 года совхоз имени Ленина. В 1968 году на базе совхоза имени Ленина создано опытно-производственное хозяйство по производству элитных семян. У нас очень много знаменитых людей, которыми по праву мы можем гордиться. Это труженики родной земли, герой социалистического труда, кавалер ордена Ленина Габдухак Галиев, герой социалистического труда, дважды кавалер ордена Ленина, золотой медали «Серп и молот» Доярка Гульбека Каримова, заслуженный ветеринар РСФСР и ТАССР Шакиров Минихази Вакифович и многие другие. Второй наш раздел называется «Этнографический уголок. Быт татар». Здесь представлены интерьеры деревенской избы, предметы национального одеяния, украшения, текстиль. Без белых ажурных занавесок, расшитых полотенец, скатертей не был бы таким красивым этот уголок. Особым украшением дома и гордостью татар были огромные занавеси – чаршау, щебалдах. Обязательным атрибутом такого дома был деревянный, красный или зеленый сундук, главное хранилище оберегаемых вещей, праздничной одежды, самотканных полотенец, постельной принадлежности, приданого девушек на выданье. В этом уголке можно увидеть уникальные предметы кухонной утвари: ухват, деревянную катку, ступку, деревянную хлебную лопату. Экспозиция располагает большими коллекциями глиняных посуд, керосиновых ламп, посуды для умывания, железных угольных утюгов. На самой верхней полке шкафа представлены несколько видов самоваров, которые были изготовлены из различных материалов и в разное время. Здесь также представлены станок для битья кирпича вручную, серп, чесалка для льна, детали от ткацкого станка, совок, селенки, прялка. Хочется отметить, что все экспонаты подлинные. Наиболее ценными из них считаются фронтовые письма, подлинные документы и награды участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В этом уголке музея представлены экспозиции «Совхоз в военные годы», «Наши земляки», участники Великой Отечественной войны. Из нашего села на войну ушли 132 человека, из них вернулись только 82. Следующий наш раздел – это школьные истории и строки. Первые упоминания о начальной школе в нашем поселке были в 1923 году. В 1968 году была построена новая школа. В этом большая заслуга директора совхоза Галиева Габдухака Галиевича. С 1971 года школа была преобразована в Узякскую среднюю. В 1982-1987 годах директором школы был бывший министр образования Харисов Фарис Фахразович. Именно он основал наш школьный краеведческий музей.
История школы является самой интересной экспозицией. Она рассказывает об истории создания и становления школы, о директоре школы и учителях, внесших свой вклад в развитие школы в разное время. Здесь мы можем увидеть школьные принадлежности советского периода, а также фотоальбомы, посвященные истории школы. В нашем музее проводятся обзорные тематические экскурсии. Совет музея участвует в конкурсах, тематических мероприятиях. Неоднократно отмечался призами и грамотами. В этом учебном году Шагабиева Аделя выиграла грант во всероссийском конкурсе «ШЖР». Во внеурочное время участницами нашей школы был создан проект «Дети войны», макет «Поле боя», мини-макеты «Татарский дом», «Русская изба», «Кряшинский дом». В феврале этого года изготовили муляж национального блюда «Ишпушмак». Были сняты видеоролики, посвященные Габдулхаку Галиеву, Гульбике Каримовой и Рафаэлю Сабирову. Наша экскурсия подошла к концу, но краеведческая работа продолжается. В нашем музее хранится еще множество экспонатов, но это тема следующей экскурсии. Великий советский географ Баранский сказал: «Чтобы любить свою родину, надо хорошо ее знать. Любите свой край, свое село, делайте его лучше, красивее. В селе нам суждено родиться. Но как твоей землей не гордиться? Как не любить ее просторные поля? Историей своей щедра моя земля».